Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о главных событиях среды 23 августа. Своего рода барометр, определяющий погоду в сообществе преподавателей и учителей. В Якутии стартовало августовское совещание педагогических работников. В Якутске рассмотрят возможность открытия Центра активного долголетия. Глава Якутии встретился с членами Совета ветеранов республики. Настоящий мобильный капкан для должников. На патрулированной улице в Якутске вышел дорожный пристав. Готовность номер 1. Меньше 2 недель остается до Дня знаний. Роспотребнадзор усилил проверки в школах Якутии к 1 сентября. Подготовить любимый город к юбилею. Продолжается благоустройство Алдана к празднованию столетия. Ракета-носитель «Союз-2.1А» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-24» стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур. Через 2 суток после старта «Прогресс» сблизится с Международной космической станцией. Стыковка со служебным модулем «Звезда» намечена на 6:50 утра по московскому времени в пятницу. Корабль «Прогресс МС-24» должен доставить на МКС около 2500 килограммов грузов. Кроме того, корабль доставит питание для российских космонавтов. Президент России Владимир Путин пригласил представителей бизнеса стран БРИКС на Восточный экономический форум во Владивосток в сентябре этого года. Как отметил глава государства, на форуме по традиции будут обсуждаться вопросы, предоставляющие интерес в том числе и для бизнес-сообщества стран БРИКС. ВЭФ состоится во Владивостоке с 10 по 13 сентября под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Его повестка сфокусирована на сотрудничестве с дружественными странами, экспорте российской продукции на дружественные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал. Многоплановое партнерство, взаимодействие по линии БРИКС не только вносят существенный вклад в обеспечение устойчивого роста наших государств, но и в целом способствует оздоровлению ситуации в мировой экономике и успешному достижению поставленных ООН целей глобального развития и задач по борьбе с бедностью, расширению доступа населения к качественным услугам здравоохранения, искоренению голода и укреплению продовольственной безопасности. Поэтому хочу выразить уверенность, что деловой форум и деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, направленную на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран «пятерки», на совместную реализацию новых взаимовыгодных проектов. Нейросети и мультикомпетенции IT-специалистов обсудят на ВЭФ 2023. В мероприятии примут участие свыше 100 человек. В их числе представители научно-образовательной элиты Китая, Вьетнама, Малайзии, Перу и Индонезии. Программа конференции включает в себя 3 тематических трека. Это трек нейросети и искусственный интеллект в образовании, повышение потенциала IT-специалистов и инженеров и мультикомпетенции, перспективы и возможности. В рамках этих мероприятий обсудят будущее образование в условиях нейросетевого бума, подходы к коммерциализации инженерно-технических разработок, лучшие практики вовлечения представителей индустрии в образовательный процесс, а также затронут возможности персонализации образования и признания квалификационной квалификации между экономиками АТС. Правительство страны сегодня планирует рассмотреть сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035 года. В мае этого года премьер Михаил Мишустин поручал Минпромторгу и Минэкономразвития до 20 июля представить проект обновленной стратегии. Действующая версия документа рассчитана до следующего года. По итогам этого года Минпромторг России прогнозирует рост обрабатывающей промышленности в стране на более чем 2%. Военнослужащие могут забронировать авиабилеты через региональную горячую линию 122. Всего с января на линию поступило почти 30 тысяч обращений. На прошлой неделе были особенно актуальны вопросы поступления на военную службу по контракту, бронирования авиабилетов и единовременных выплат военнослужащим-контрактникам. Отмечается, что цена авиабилетов якутских перевозчиков значительно отличается от цен других авиакомпаний. При звонке необходимо четко сообщать информацию о маршруте, дате и документах, по которым будет приобретен авиабилет. Также необходимо выкупить билет точно до сообщенного времени, иначе бронь снимется и он уйдет в свободную продажу. Сегодня в России вспоминают особую памятную дату. Ровно 80 лет назад советские войска разгромили немецко-фашистские отряды в Курской битве. Эту дату с особым волнением вспоминают ветераны-пенсионеры войны и труда.
В историческом парке «Россия. Моя история» юбилейной дате посвятили пленум Совета ветеранам республики. Главными направлениями деятельности Совета сегодня являются защита прав и свобод пожилых людей, содействие решению их бытовых проблем, патриотическое воспитание подрастающего поколения, проведение культурно-массовых мероприятий, а также совершенствование конструктивного сотрудничества с органами власти по решению проблем пожилых людей. Форум собрался, чтобы в присутствии главы республики рассказать о своих проблемных вопросах, которые ветераны ему расскажут. А потом уже в конце глава республики выскажет свое мнение, как нам совместно общественным некоммерческим организациям работать с органами государственной власти, муниципальных образований. Я думаю, что позитивный итог от сегодняшнего форума будет. Кроме того, в памятный день якутяне возложили цветы к монументу воинам-победителям на площади Победы. В мероприятии приняли участие члены правительства, депутаты городской думы, общественность города, молодежь, жители и гости столицы. Это сражение определило исход победы в Великой Отечественной войне. Историю того времени бережно хранят и передают будущему поколению. Поэтому молодежь должна знать имена героев и гордиться ими. Сегодня эта дата тоже окрашивается иными красками, когда и сегодня нашей стране необходимо тоже объединиться и работать ради одной большой победы. Та священная обязанность сохранения той правды, той истории возлагается на нас, на молодое и будущее поколение республики. В рамках августовского совещания в культурном центре «Сергелякские огни» прошло пленарное заседание с участием педагогической общественности. Глава республики Айсен Николаев отметил, наша общая цель – благополучия каждого жителя региона. И главную роль в этом играет сфера образования. В ходе мероприятия ряду педагогов были присвоены звания заслуженного учителя России, заслуженного учителя Якутии, также почетного работника образования России и республики. Кроме того, педагоги выступили на мероприятии с докладами. Профессия учителя требует от нас очень серьезного отношения к своей работе. Если раньше считалось, что эта профессия очень ответственная, то в этом году мы работаем не просто над повышением качества образования, но и за тем, как воспитать правильного гражданина в сегодняшнее время. Ремонт и строительство новых сетей тепло- и энергоснабжения – это одна из главных задач для энергетиков. Своевременная модернизация позволит работать энергопоставляющим организациям бесперебойно. Компания «Якутскэнерго» постоянно работает над обновлением и строительством новых сетей, подстанций и теплопунктов. На важных объектах энергетики Якутска сегодня побывал мой коллега Александр Хавренко. С появлением новых микрорайонов с высотной застройкой нагрузки на энергопоставляющие сети увеличиваются. Для обеспечения бесперебойности компания «Якутскэнерго» постоянно модернизирует и обновляет свои сети. Сейчас идет большая работа в промышленном округе. Масштабная реконструкция магистральной сети теплоснабжения, которая покрывает потребности жителей 2, 4 и 17 квартала, а также Республиканский онкологический центр. Это такой большой объект, многолетний, так скажем. За счет разных источников идет финансирование строительства от Якутской ГРЭС и до, так образно сказать, до Петра Алексеева. То есть реконструкция сети объектов этапами разбита на несколько лет. То есть у нас идет сейчас 1, 2, 3 этап, дальше будет строиться 4, 5, 6 этап. Развитие промышленности и строительство новых промышленных объектов также нуждается в энергоснабжении. Жатайский судоверфь – один из самых крупных объектов, который строится сейчас в Якутии. Огромные цеха, в которых будут строить и ремонтировать суда, конечно же, нуждаются в большом количестве электроэнергии. И обеспечивать электроэнергией его будет вот эта современная подстанция, которую строит Якутскэнерго. Кстати, в ближайшем будущем они планируют перевести на эту подстанцию и весь Жатай. Очень современная подстанция. У нас современный КРУ, там АПУ. Там шкафы очень, можно сказать, новое оборудование стоит, современное. Мы уже отходим от масляных выключателей. Сейчас у нас будут стоять там другие выключатели. В конце сентября мы уже подадим напряжение. Мы будем готовы подать напряжение. А как будет судоверфь готова, это уже не знаю, когда будет готово. Для обслуживания тысяч километров электрических и тепловых сетей, сотен подстанций и теплоузлов необходимо большое количество квалифицированных кадров. У
компании «Якутскэнерго» имеется собственный учебно-производственный центр подготовки персонала энергетиков. Центр обустроен лабораторным комплексом с самым современным учебным оборудованием. Таким могут похвастаться разве что центральные энергетические вузы. Кроме того, на базе центра существует уличный полигон для отработки практических навыков работы на высоте. А в скором времени будет запущен крытый полигон, для того, чтобы занятия на нем проводились круглогодично. Таких полигонов у нас в Российской Федерации не очень много, честно говоря, в закрытом состоянии. Причем это позволит работать со студентами и обучающимися в любое время года. В основном у нас обучаются работники компании «Якутскэнерго», «Сахаэнерго», «Теплоэнергосервиса», «Якутскэнерго» ремонтной компании, Северо-Восточного федерального университета и физические лица, которые хотят получить профессию. От строительства и своевременной реконструкции сетей, подстанций, теплопунктов силами квалифицированных сотрудников в буквальном смысле зависит жизнь города и республики. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. До конца 2024 года в селе Теккёль Татинского района Якутии по нацпроекту образования будет завершено строительство здания лицея с интернатом на 450-100 мест. Сваю под будущий объект забили в середине апреля, сейчас строительная готовность составляет 32%. Силами 50 строителей в здании ведутся устройство покрытия, перекрытия, кладочные работы на втором-третьем этажах, штукатурка стен, прокладка кабелей и проводов, электроснабжение, утепление пола на первом этаже, монтаж резервуаров насосной станции, вынос сетей теплоснабжения. Готовность общеобразовательных учреждений Якутии к новому учебному году составляет 86%. В Якутске обследованы все 67 школ. 14 из них остаются на контроле у управления Роспотребнадзора в связи с проведением в учреждениях капитального ремонта. О том, что проверяет комиссия, какие самые распространенные нарушения выявляют при проверке, узнавала Марфирина Алексеева. На контроле управления Роспотребнадзора Республики находится 634 школы. На сегодня обследовано 547 образовательных учреждений. В ходе обследования оценивается готовность школ к началу учебного года. Так дается оценка состоянию зданий школ, качеству и своевременности проведенного ремонта, прохождение работниками периодических медицинских осмотров, санитарно-гигиенического обучения, вакцинации. В этом году также особое внимание уделяем обследованию работников пищеблоков на носительство вирусных кишечных инфекций. Отдельное внимание также уделяется уровню материально-технической оснащенности объектов образования, также специализированных кабинетов, медицинских блоков, условий для приготовления пищи. Оценивается уровень учебной нагрузки по расписанию и соответствие меню требованиям физиологических норм питания. В столице республики действует 67 школ. В 14 из них ведется капитальный ремонт. Ход, качество проводимых работ и готовность учреждений принять учащихся продолжает оставаться на контроле управления. 31-я школа является самой большой по численности обучающихся в городе. Ее посещают более 2500 детей. Из-за большой проходимости учащихся обветшание в здании протекает интенсивнее. Поэтому обновление классов проводится ежегодно. В 2021 году у нас же произошло такое знаковое событие, да, ввелся пристрой на 315 мест, а в прошлом году, в 2022, у нас пошел капитальный ремонт по программе модернизации школьных систем образования. Но, тем не менее, конечно, у нас школа самая многочисленная, соответственно, проходимость за год у нас большая. И в этом году полностью был проведен в 2 блоках косметический ремонт. И сейчас завершаются работы подрядных организаций по гарантийным обязательствам. По итогам обследований школ республики замечания выявлены в 89 учреждениях. Управлением приняты меры по обеспечению их устранения до 1 сентября. Самое распространенное нарушение – это несвоевременное прохождение санитарно-гигиенической аттестации из-за отсутствия специалистов санитарного надзора. Проблема чаще всего встречается в труднодоступных и арктических районах. Сейчас у нас есть пути решения дистанционное обучение работников санитарному минимуму. И также встречаются нарушения по внутренней отделке помещений. За лето происходит износ зданий, течь с кровлей, такие нарушения.
По итогам прошлого учебного года в школах республики выявлено и пресечено 1324 нарушений. Наложено около 400 административных штрафов на сумму 660 тысяч рублей. Особое внимание надзорное ведомство уделяет рассмотрению обращений родителей на условия обучения, воспитания, а также качество горячего питания в школах. Только за прошедший год на горячую линию управления поступило более 60 звонков. Разрешено около 75% обращений. Это практически каждая 10-я жалоба. Марфелина Алексеева, Илья Сыромятников, Якутск. На патрулирование улиц в Якутске вышел дорожный пристав. Этот аппаратно-программный комплекс на трассе настоящий капкан для должников. Фиксирует номера автомобилей, как обычная дорожная камера. В потоке машин определяет злостных неплательщиков. Сколько должников попало в объектив дорожного пристава, знает Марина Захарова. Система «Дорожный пристав» фиксирует номера автомобилей, движущихся в потоке, и моментально сверяет с базой данных судебных приставов, позволяя сразу же выявлять должников. Сотрудникам ГИБДД дают сигнал, после чего такие машины останавливают и на месте с водителями регулируют вопрос по имеющимся долгам. Комплекс, который позволяет считывать номера проезжающих машин и проверять их по базе Федеральной службы судебных приставов на наличие задолженности. На данный момент проверено 10 транспортных средств. Одно транспортное средство арестовано. Остальным должникам вручены повестки о явке на прием к судебному приставу-исполнителю и требования об оплате задолженности. В настоящее время на исполнении в отделах судебных приставов по городу Якутску находится более 5000 исполнительных производств о взыскании задолженности за энергоресурсы с физических и юридических лиц. К должникам будут применены меры ответственности. Тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, предлагается заключить соглашение о реструктуризации долга. Со стороны филиала также предоставляется возможность должнику заключить соглашение о реструктуризации задолженности. Для этого необходимо написать заявление и отправить его онлайн через интернет-приемную на сайте ПАО ДЭК или очно обратиться в единый расчетный информационный центр города Якутска. Мы также призываем всех жителей республики не накапливать долги и своевременно оплачивать задолженность. Накопление задолженности неизбежно приведет к применению мер принудительного взыскания. И в любой момент должник, автолюбитель, может быть остановлен с помощью аппаратного дорожного комплекса «Дорожный пристав». При наличии неоплаченного исполнительного документа судебные приставы могут наложить арест на имущество, денежные средства на банковских счетах, обратить взыскание на заработную плату, пенсию, стипендию должника, а также вынести постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Марина Захарова, Иван Сорокаумов, Якутск. В Якутии расширяется движение «Боевые шелкопряды». Всероссийское движение начало свою работу в Якутии с февраля этого года. На сегодняшний день по всей республике работает 15 филиалов и более 150 волонтеров. Маскировочные сети размером 1,5 на 2 метра скрывают излучение человеческого тепла. И буквально на днях новый филиал движения открылся в Национальной библиотеке республики. Там, помимо работников, могут присоединиться еще и читатели. В движении участвуют опытные наставники, которые дают ценные знания, как правильно обматывать сетку и делать оплетку. В дальнейшем активисты Всероссийского движения планируют открыть филиалы в отдаленных районах республики. В нашем движении около 150 человек. В основном это пенсионеры, люди старшего поколения. В плетении маскировочных сетей у нас в Якутске около 10 филиалов уже. Если в феврале мы только сами начинали, сейчас до лета у нас расширяется движение. Очень отрадно, что к нам присоединились еще наши читатели. На нашем сайте тоже была публикация, поэтому они знают наш номер колл-центра 45 58 55, звонят, интересуются и приходят к нам на несколько часов, тоже работают с нами. Подготовить любимый город к юбилею. Продолжается благоустройство Алдана к празднованию столетия. На финишную прямую вышел самый масштабный проект реконструкции улицы Дзержинского. Подробности расскажет Руслан Павлов. 1300 метров – такова протяженность одной из старейших улиц города Алдана имени Феликса Дзержинского. На ее реконструкцию, а это укрепление дорожного полотна, укладка твердого покрытия, тротуары, канавы, подъезды и переходы, понадобилось 2,5 месяца, что по меркам строителей очень сжатые сроки. Подрядчик проекта вышел на финишную прямую и завершает строительство. На сегодняшний день асфальтобетонное покрытие двухслойное уложено, лотки водосливные выполнены, верхняя часть канализационных колодцев также сделана. На сегодняшний день остается укладка бордюрного камня под тротуары и укладка асфальтобетонного покрытия на тротуарах. Остальные работы все сделаны, я думаю, что мы в сроки уложимся.
Стоит отметить, что в процессе реконструкции увеличились объемы работ. Генподрядчик взял на себя исполнение обустройства канализационных люков, иначе невозможно было бы продвигаться по укладке дорожного полотна. Зато некоторые предприниматели, имеющие торговые точки на улице Дзержинского, отказались благоустраивать территории своих магазинов. Улица Дзержинская. Фамилии не называю, но те предприниматели, которые сегодня отказались благоустраивать свои территории, прикрываясь указом главы, то есть президента Российской Федерации, что они находят на их проверке наведен мораторий, да. Но вам не стыдно перед жителями города, когда в вашу грязную территорию будут приезжать люди и покупать товар? Я надеюсь, что люди не поедут в ваши магазины и не будут покупать у вас ничего. Если вы за свои высокие цены не нашли деньги на благоустройство своих территорий. Срок сдачи объекта под ключ 31 августа. Впрочем, водители автотранспорта уже оценили разницу между «было» и «стало». Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.